Привет, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале, на канале Коми Рыбак. Сегодня 6 сентября, и мы снова отправляемся на речку. Мы снова на нашей печоре матушки. И основная наша задача сегодня не проверка продольников. Конечно, мы их проверим, но насаживать их нечем. У нас жара, за неделю жары земля высохла, и червей найти сейчас оказалось проблематично. Но ерша налим не берет, так как вода нагрелась. Самая лучшая наживка — это гальян речной малек. И сегодня основная задача — найти гальяна и поймать, постараться поймать его. Взял вот все свои ловушки весенние. Также подниму свою большую ловушку, которая стоит на ерше, и будем искать малька. Сначала проверочка, что есть червей, насаживаем, ищем малька, ставим ловушки, и что останется времени, покидаем спиннинг и попробуем поймать хариуса. Вон хариус плещется, если видно, вот всплески хариуса прямо возле дома. Но здесь он не крупный. Ну, он, вот он, и по всему перекату он просто плещется. Ближе помельче, чуть дальше покрупнее. Хариус есть, хариус плещется. Не знаю, будет он сегодня, не будет брать. Но когда сделаем все свои дела, поставим ловушки на мальков, на вечерней зорьке мы попробуем половить хариуса. Все, поехали. Ну что, смотрим. Вчера вечером по темноте, уже в сумерках, проверил этот продольник по пути домой. Был один окунь на червя. Остальные все ерши были целые. На ерши смысла, скорее всего, нет пока насаживать, потому что вода теплая. Вода согрелась, и налим навряд ли сейчас будет. А вот малька может взять любая рыба. Как мы видим, все пусто. Черви обглодали. Ёршики что-то живые, что-то дохлые. Короче, никого нет. Все. Сейчас едем, забираем ловушку и едем искать мальков. А потом уже проверим остальные 3 продольника. Ну, чтобы сразу насадить. Итак, в ловушку у нас попало 2 ёршика и 3, 4, 5 маленьких окушков. У меня еще есть черви. Я решил все-таки сначала проверить, а потом уже ехать искать живцов. Хуже не будет, если я проверю. Тем более здесь кто-то есть, друзья. Тем более кто-то здесь попался. Язёк. Вот такой вот язёчек попал на червя. Инцкадан. Мы уже с уловом. И все. И больше ничего. Черви погрызаны. Ну что, наживляем, отпускаем, все как обычно. Смотрим следующий. Так, что за фигня, не понял. Зацеп, что ли? Зацеп. Или засыпало. Скорее всего, засыпало. Так.
Рыба плещется рядом с продольником прямо. А, ерши подохли, их засыпало просто. Так что никого нет, короче. Отпускаем. Отпускаем и чуть сюда закинем. Там засыпают, вон песок идет, вот там уже остров вышел. Короче, сюда ближе к фарватер. Скоро вода упадет так, что когда минимальный уровень, тут Печору местами можно пешком перейти. Вон рыба плещется. Не знаю, кто это, хариус, язь. Вроде камней нет, песок, а вот плескануло здесь, плескануло здесь. Рыба есть, только надо наживку нормальную. Ну, вот и крайний продольник. Смотрим, что здесь. А здесь кто-то дергает. А здесь кто-то есть, друзья. Опа, а я сачок не взял. А я не взял сачок. А я не взял сачок. А здесь кто-то попался. А я без сачка. Попробуем так. Ни одного червя живого нет. Целого, то есть. Что, на последний крючок, что ли? Опа! Ни хрена себе, красавец! Опа! Енцкадан. И сорвался прямо в лодке. Смотрите, друзья, какой красавчик. Опа, вот он, вот он. Вот он, красавчик. Вот Енцкадан, вот язинка. Шандыбан золотой. Ай, сейчас ты все запутаешь. Ну ладно, путай. Тебе разрешается. Распутаем. От Енцкадан. Без очка и не сорвался. А видать, еле-еле сидел. Я даже не понял, на кого он попал-то. На ерша или на червя. А скорее всего на червя. А скорее всего вот этот крючок. Крупный крюк. Был крупный червь. И он хапанул червя. Так что малька, я так думаю, они жрать тоже будут. Надо искать малька. И мы это сегодня будем делать. Не знаю, получится у нас, не получится. Но постараемся. А пока живцов у нас нет, насаживаем, наживляем червями. То, что есть. Червь, правда, мелковатый для таких крючков, но что теперь? Что есть, то есть. И едем искать мальков. Ой, ну да, мальков. Итак, друзья, подъехал я. Сначала подъехал на лодке, потом дотопал по лугам вот. И притопал к одному месту, где с лесу вытекает ручей. Дальше он течет вдоль луга, на границе леса и луга, расширяясь. Получается типа проточного озера. Ну и дальше выходит на Печору. Как я думаю, здесь должен находиться малек. Вот я взял ловушки 2, сачок, ведро. Но это все я пока здесь оставляю, так как большая вероятность того, что здесь могут быть и утки. Так что сначала гляну, с ружьем пройдусь, а потом вернусь, и мы с вами поставим ловушки на мальков. А если получится, черпанем сачком. Все, поехали. Пошли. Здесь даже ранней весной, когда еще все закрыто, ручей не замерзает. И малек. Утки бывают. Первые утки здесь. Если помню. Все, молчим. Идем тихо вдоль озера. Если взлетят, будем стрелять в лед.
Уток нет. Но мальки видно, вон плещутся. Схожу до того завала. Может, там удобнее будет поставить. Друзья, только что я здесь прошел, ходил до завала, посмотрел, начал приближаться вот сюда, чтобы глянуть ближе мальков. И вот прямо отсюда из-под ноги взлетает крякаш. Кря-кря-кря-кря и туда, и туда. А у меня ружье за плечами, камера выключена. Пока я снял ружье, пока вскинул, он уже там вот метров 50, наверное, пролетел. Прозвучал выстрел. Крякаш падает, где-то он там сейчас в лугах. Короче, сейчас будем смотреть. Сюда шел, главное, не поднялся. Был насторожившись. Сейчас ходил туда, обратно иду. Вот он прямо отсюда взлетел. Вон сколько прошел. Так, где-то он там. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 4, 55, 56, 58, 59, 60. 60 шагов, метров 50, где-то он сюда упал. Пошли искать. Попробую его найти в такой траве. Упал-то вроде бы как камнем. Блин. Жалко будет, если не найду. Блин. Камеру выключил, ружье убрал. Ладно, камера, но ружье-то. Иду, чуть ли не песни пою, бля. Но все равно как бы успел скинуть, успел прицелиться, успел выстрелить. Утка упала, 100% упала. Ну куда? Малька вот много. Малек мелкий. И бог с ним, с этим мальком уже. Куда моя утка упала? Если наповал, то может быть найду, если нет, то нет. Они еще такие хитрые. Пока на них не наступишь, они не взлетают. Если бы упал в воду, то бы, да, видно было бы. Утка упала сюда, в траву. Где ее сейчас найти? Прошлый год я так и не нашел. Утка тоже упала там на озере. Все обыскал. Даже раздевался. Бродил по камышам этим. Бесполезно. Была бы собака. Она, конечно, помогла мне в поисках. Или дохлая лежит где-то, или затихарилась. Капитально. Вот она, друзья.
Вот она. Значит, наповал. Янцкадан. Вот она, друзья, лежит. Значит, наповал. С полем Геннадий Геннадьевич. Вон, пролетела она метров 50, не больше. И камнем. Удачный выстрел. Все-таки реакция сработала. Все-таки вот такое вот крыло перебито. Вот такой вот крикошонок. Все в перьях уже. Утка полностью созревшая. Не птенец. Крякал громко. С полем. Вот теперь можно облегченно вздохнуть. Не зря я сюда приехал. Не знаю, поймал ли я мальков, но утку я добыл. Утку я добыл. Янцкадан. И вот такая вот фотография на память. Вот такая. Ну как-то вот так, друзья. Ну а теперь пойдем за своими бутылками и будем их закидывать. Как мы видим, малька много, но он не такой-то и крупный. Мелковатый малек. Ну ладно. Сейчас закину сачок. Сначала попробую сачком поймать. А потом закину свои ловушечки. Сачок у меня раскладной. Очень удобный. Зимой и летом снабжает он меня мальками. Зимой, правда, чтобы половить этим сачком, здоровенную майну надо сначала выдолбить, но... Так, закинули. Что мы смотрим, что наблюдаем? Рядом плавают. А внутрь заходить пока не хотят. Залетают и улетают обратно. Ладно, подождем. Короче, не хотят они влезть в сачок. Вокруг плавают. Даже не плавают, а стоят. Тут вода стоячая. Вот они вокруг. А внутрь не заходит. Не будет тратить времени. Короче, с краю там несколько мальков есть. Тем более они мелкие. На продольник не пойдут. Только чисто на рыбалку. Пробуем и ставим ловушки. Так. Вот так. Немножко. Ну, такие средненькие тоже есть. Пойдет сегодня вечерком окушков подергать. А на продольник я их завтра с ловушек возьму, если что. Если они, конечно, залезут в ловушку. Вот столько мальков. Бредишком бы или малявочником другое дело. С очком это нехорошо. Не есть гуд, короче. Ладно. Вон столько поймали. Сколько ж тут? Штук 20, наверное, мелких мальков. Как раз для рыбалки на удочку. Ну а сейчас мы закинем ловушки и посмотрим завтра, что туда влетит. Комбикорма сегодня не нашел. Закину макуху. Прямо кубик туда, кубик туда.
жмых подсолнечника с добавкой кукурузы. Короче, будем ловить малька на макуху. Все. По кубику в каждую банку и закидываю в озеро. Вот он, друзья, первый окунь. Камеру не включал, искал места. Вот нашел такое место. Дамба. Замытая, правда, уже. Раньше здесь хорошо ловился хариус. Лет 20 назад, наверное. Хорошая дамба была. Фарватер шел прямо возле дамбы. И здесь хариус просто стоял крупный. Довелось мне его половить. Ну а сейчас вот остановился здесь. Сначала пробовал так, без насадки. Не клевало. Потом вот насадил малька и сразу последовала поклевка. Так что смотрим. Возможно, сегодня мы что-нибудь дополовим. Замыло, мелко стало здесь. Песок сносит с верховья и сюда намывает. Там уже вон все песок. А раньше здесь был фарватер. Ходили теплоходы, катера. Что, один окунь только. Сегодня я, наверное, еще попробую в кустах посидеть. Что-то мне понравилось. Правда, с подхода оно интересней, чем сидеть. Ну ничего. Немножко можно. Мошкара одолевает, конечно. Вот и мы на берегу. Темнеет. И мы идем в кусты. Сразу за этими кустиками начинается озеро. Не озеро, а курьюшка. Вот она, наша деревня. А вот это курьюшка. На острове. Здесь остров. И мы теперь на этом острове будем караулить уток. Взлетела. Вот так вот. Вот так вот, друзья. Небрежно вышел и прозевал утку. Сидела утка чуть подальше. Я как Александр Матросов на амбразуру. Надо было чуть подальше, ну а кто ж знал? Пока подходил к этим кустам, взлетело еще 2 кряквы. И еще 2. По второй паре стрелял в лед. Слышно выстрел. Упала где-то там в кустах. Это на той стороне нужна лодка. Потом посижу и поищу с фонариком. Так. Ну вот, друзья, я и дома. И подводим итог сегодняшнего дня. Сегодняшний день прошел продуктивно. Добыто 2 уточки, 2 кряквы, вот такие, 2 язя на продольник и всего 1 окунь на удочку. Вот такой окушок.
Рыба рыба сегодня не клевала. Да я, если честно, не больно-то и ловил. Сегодня планы были найти малька. Малька я нашел, закинул ловушки. Если в ловушку зайдет малек, то будем насаживать продольники уже на малька. Но это уже этим займемся после уборки картофеля. Завтра начинаем убирать картошку. Сегодня Ромка приезжает, сегодня приезжает моя семья. А с завтрашнего дня начинаем убирать картошку. Как-то вот так. Ну и до свидания. И до встречи на канале Коми Рыбак. Всем пока.